Компания «Якутуголь» наращивает темпы, за счет чего удалось добиться увеличения показателей. Проблемных строек по-прежнему много. В Якутске прошел рейд Госстройжилнадзора. Посолить по-якутски. На рынке появился новый продукт. В чем его особенность? Компания «Якутуголь». Разрезы компании «Якутуголь» по итогам 2018 года увеличили показатели вскрышенных работ. За прошлый год горняки разреза Нерюнгринский увеличили объем работ на 73%, а в сравнении с 2017 годом разреза Джибари-Кихая на 100%, разреза Кангаласки на 23%. Основной упор на вскрышные работы сделан для того, чтобы обеспечить задел на будущее для последующего роста добычи угля. Показатели удалось добиться за счет обновления техники в рамках программы техперевооружения, отметили в компании. Граждане смогут ездить за рубеж, даже имея долги по кредитам или штрафам. Законопроект с такой инициативой внесли на рассмотрение депутаты Государственной Думы России. Одной из мер по борьбе с задолженностями граждан по уплате штрафов, услуг ЖКХ, налогом и займом является временный запрет на выезд за границу. В законопроекте предлагается увеличить сумму долга, при которой можно применить запрет на выезд для граждан с 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей с 10 до 20 тысяч. При этом должников по уплате алиментов, возмещению вреда здоровью в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением, не выпустят из страны при долге на уровне 10 тысяч рублей. Самолет, вылетевший из Новосибирска сегодня утром, не смог приземлиться в аэропорту Якутска. Причиной тому стал густой туман и низкая видимость. Экипаж лайнера предпочел уйти на запасной аэродром в городе Мирном, чтобы переждать неблагоприятные метеоусловия. К слову, погода вносит свои коррективы не только в нашем регионе. В начале этой недели самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за аномальных морозов и приземлился в Новосибирске. Многоквартирный дом в Якутске тонет в фекальных водах. Вот уже 10 лет жители дома по адресу Заводская, 19/1 вынуждены дышать зловонными испарениями. Проблемный дом признан аварийным еще в 2015 году. Жители первых этажей вынуждены снимать жилье. Вторые этажи также испытывают трудности. Дом трещит по швам. Входные двери в некоторых квартирах уже не стыкуются. Жители боятся за свою жизнь. В любой момент верхние этажи могут просто провалиться. У многих нет возможности снимать жилье, поэтому люди вынуждены жить в таких условиях и ждать долгожданного расселения. 4 года живу, но, как я знаю, здесь постоянно топит. Постоянно здесь в подъезде вода, дом трещит. У нас даже стены разошлись. Ремонт как бы не делаем, потому что делать не получается и средств нету. Ну, постоянно здесь топит, запах идет, дети постоянно болеют. А тем временем Госстройжилнадзор Якутии провел проверки по заявлениям граждан по факту нарушения жилищного законодательства. С начала этого года в адрес управления поступило уже 371 обращение. Инспекторы осмотрели дом по адресу Строителей 7, где жильцы второго этажа незаконно установили трубы для слива отходов источных вод. Тем самым топят своих соседей. На жалобы и обращения жильцов они не обращают внимания. Инспекторы Госстройжилнадзора попытались связаться с собственником жилья, но квартиросъемщики отказались дать их контакты. В целом за прошлый год поступило более 4000 обращений граждан по вопросу нарушения жилищного законодательства. Было наложено штрафов на общую сумму почти 18 миллионов рублей. Сначала нам нужно установить, кто собственник жилого помещения, потому что все у нас административные правонарушения фиксируются в присутствии только собственника жилого помещения. А в случае, если вы не найдете, если она не выйдет на связь? В этом случае мы обычно закрываем рассмотрение в это обращение. Но я думаю,
с учетом того, что родственники находятся в этом жилом помещении. Если мы со второй попытки не сможем ее найти, мы можем через собственников, то есть уже направить заказным письмом акт осмотра, непосредственно попытаться вызвать на протокол составления протокол об административном правонарушении. С сегодняшнего дня по 13 февраля включительно в Нерюнгринском районе объявлен карантин во всех образовательных учреждениях, в том числе дополнительного образования. Также приостановлена работа кружков, секций, дополнительных занятий и участие в других школьных и внешкольных мероприятиях. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Нерюнгринского района в связи с напряженной ситуацией по заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 28 января по 4 февраля отмечено превышение эпидемического порога заболеваемости на 120% в целом среди населения. Ряд массовых мероприятий, которые были связаны с итоговыми концертами и так далее, в особенности с привлечением детских коллективов, пришлось перенести как раз в связи с тем, что ограничительные мероприятия по району введены. В больницах у нас перепрофилирование происходит, отделений на прием инфекционных больных. В общем-то, пока ситуация стабильная, в этом направлении мест хватает, работа ведется по профилактике. Сейчас вот эти разобщающие меры, я думаю, дадут эффективный результат. Мы стабилизируем эпидситуацию по району. Кемпиндяйская соль, зеленый лук, листья смородины и брусника – вот основной состав якутской соли. Производством местной продукции занимаются столичные школьники в молодежном клубе «Боско». Технология производства приправы проста. Дети летом собирают лук и ягоды, затем сушат, измельчают в блендере и добавляют кемпиндяйскую соль, немножко чабреца. Из этого получается приправа с необычным вкусом и богатым витамином. А дети свою продукцию реализуют через торговые центры и в социальных сетях. В этом году удалось упаковать 30 килограмм приправы. Вместе собираем разные травы, которые здесь растут вокруг города, в тайге, и смешиваем их с солью, которую имеем прямо из села Кемпиндяй. Ну а таким образом получается очень такая экологическая и вкусная приправа. Есть такое желание или мечта, если кто-нибудь из мастеров, которые занимаются берестой, было бы у него желание как-то сотрудничать с нами, потому что эту соль можно в такую очень красивую упаковку из бересты поставить. Но, к сожалению, пока мы к таким мастерам не добрались. Сегодня в Москве пройдет пресс-конференция, посвященная итогам деятельности регионов Дальнего Востока в 2018 году и планам развития на 2019 год. Прямую трансляцию конференции мы покажем на нашем канале. Выступят заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр России по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Речь пойдет об основных достижениях регионов в развитии инфраструктуры, решении социальных задач и создании новых возможностей роста экономики на Дальнем Востоке. Алроса существенно нарастила объемы работы в Анголе. Сотрудничество осуществляют по нескольким направлениям. Это увеличение доли в действующих добычных проектах и сотрудничество с алмазодобывающей компанией Анголы «Индиама». Она создала с Алроса совместное предприятие «Кинманг» для выполнения геолого-разведочных работ на территории республики. О перспективах узнавал Роман Муконин. В Республике Ангола на полную мощность развернуло свою деятельность совместное геологическое предприятие «Киманг», созданное Алросой и «Индиамой», национальная алмазодобывающая компания Анголы. Возглавляют структуру русские геологи с большим опытом работы на африканском континенте. Методическую помощь предприятию оказывают ведущие специалисты Алроса. Благодаря налаженной работе с правительством этой Африканской республики, СП «Киманг» получила для исследования перспективные лицензионные участки и в настоящее время проводит их изучение. Ангола достаточно молодая в этом плане страна, поэтому трубки здесь еще, назовем их так, свежие, не очень глубокие, но самое главное не в этом. Здесь нет морозов и здесь очень много воды. Это очень сильно упрощает процесс обогащения.
На полученных территориях выполнена аэрогеофизическая съемка, и в настоящее время завершается бурение перспективных аномалий на северо-востоке страны. В этом году на геологоразведку в Анголе выделено более 100 миллионов рублей, и важно отметить, что эти деньги вернутся. Они выделены в качестве займа, и совместное предприятие выплатит его, когда начнет получать прибыль, а прибыли могут быть огромны. Вот для примера. Среднестатическое аллювиальное предприятие работает примерно от 0,2 карата на куб стоимостью 230, от 170 до 300 долларов за карат. Но при этом известное всем, например, предприятие Читатола и месторождение аллювиальное Малуди. Был период в несколько месяцев, когда добывали содержанием до нескольких карат на куб и со стоимостью до 700 долларов за карат. Есть интересное предприятие Луа, которое добывает всего лишь несколько тысяч карат в год, но с ценой тоже несколько тысяч долларов за карат. Это так называемые розовые алмазы. Если брать коренные, то, пожалуй, в пример можно привести только Катоку, как предприятие, которое достаточно успешная. Вот они работают на 110, 115 до 120 долларов за карат. Работу в Анголе контролирует главный геолог Алроса. На наш вопрос, не собираются ли алмазные геологи свернуть работы в Якутии ради Африки, Константин Гаранин ответил однозначно. Территория опоискована только на 50%. Поэтому все наши районы традиционные, это и Малобутобинский, Далдыно-Лакитский, Среднемархинский, они требуют, и Верхнемунский требуют своего развития в части проведения геолого-разведочных работ. Плюс к этому у нас большой достаточно район Игатинский, он новый для нас, и последнее высокоалмазоносное тело, к сожалению, небольшого размера, трубка сельдюкарская, как раз была обнаружена в пределах этого района. Ну и плюс к этому в последние годы мы много работаем с академическими институтами, с нашими партнерами. И, конечно, у нас вызывает интерес и периферийная часть Якутско-Алмазоносной провинции, это приграничные регионы с Иркутской области, это и Красноярский край, это и север Якутии. По сути дела, поисковый задел, он будет реализовываться, наверное, еще несколько десятилетий. Что касается Африки, то в случае обнаружения коренных месторождений алмазов геологическое предприятие Кеманг будет преобразовано в горнодобывающее с равными долями участия правительства Анголы и Алроса. А это значит, что сторонних владельцев у новых месторождений не будет. Роман Муконин, Олег Гороханов, телеканал «Алмазный край». На этом пока все новости. Оставайтесь на Якутия 24.